Здравствуйте, примите батарейки, пожалуйста. Передвижная радиологическая лаборатория не успела как следует устроиться под часами возле центрального бассейна, как к ней уже потянулась вереница людей. Кто несет пакетик с отработанными батарейками, а кто и коробку с люминесцентными лампами. И такая картина, по словам специалистов, на каждой из площадок. За год лаборатория собирает порядка 100 тысяч ламп и около 10 тысяч термометров. Отходы утилизируют здесь же, а ртуть отправляет в Москву на вторичную переработку. У нас стоит установка, термодемеркуризационная установка УРЛ-2М. Значит, в нее загружаются в камеру загружаются лампы. Эти лампы, камера герметично закрывается, эти лампы механически разрушаются специальным ножом. Идет нагрев, под нагревом и при помощи специальных насосов ртуть в виде паров выкачивается из камеры, попадает в низкотемпературную ловушку, там резко идет охлаждение и, соответственно, она конденсируется и стекает в специальный приемник. История сбора ртуть-содержащего мусора в регионе началась лет 10 назад с решения создать в Коми химическую службу, которая выезжала бы на аварии с выбросом опасных веществ. В Архангельске подготовили специалистов, закупили оборудование. Тогда на месте хранения ртути было скуплено столько, что поневоле возник вопрос, где это все утилизировать. Потому что места хранения не отвечали требованиям. И эти 1,5 тонны надо было как-то утилизировать. И химическая служба постепенно переросла в такую лабораторию, создали ее, издали приказ, закупили машину, опять же переподготовили людей. И наверное, где-то лет 6 или 7 мы начали заниматься сбором у населения ртуть содержащих отходов. Тогда людей приходилось упрашивать сдавать опасный мусор. Сегодня все наоборот. Жители готовы принести все сами, только не знают куда. А у противопожарной службы спецмашина всего одна на всю республику. Впрочем, в некоторых муниципалитетах эту заботу взяли на себя местные активисты. В Карткиросе, например, сельчане отработанные батареи и ртуть содержащие лампы несут в один из магазинов, а его владелец уже сам везет их на утилизацию. Сюжет посмотрели, да, по телевизору показывали, что собирают отработанные батареи, аккумуляторные, щелочные, да, светодиодные лампочки. И созвонились, поговорили, сказали, что очень хорошо, если будете вести прием. Мне, как жителю Республики Коми, мне очень нехорошо, когда эти батареи валяются. Усинский общественник Василий Смирнов в своем городе вместе с другими активистами организовал сбор отработанных батареек, установил специальные урны и даже разработал целую карту, где указаны пункты приема отходов. Когда мы начали акцию по сбору батареек в Усинске, выяснилось, что никто не знает, где вообще что можно сдавать, где можно сдавать лампы, где можно сдавать градусники. Информации очень мало у людей. Мы давали очень много новостей, мы сделали карту такую, разместили ее в соцсетях, очень удобную схему, где показано, где у нас урны стоят. И мы хотим в будущем, у нас есть такой проект, сделать нечто подобное по республике, то есть создать список мест, где принимают по всей республике такие специальные отходы. Многие сыктывкарцы уже знают, что передвижная лаборатория противопожарной службы каждый понедельник стоит рядом с управлением на улице Катаева, а 3 мая спецмашина отправится в село Обячево Прилузского района. Елена Кононова, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывкар.